Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников, и в студии здесь вместе со мной Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня говорим о роде Калмык. Мне только слышится созвучие с калмыками или нет? Да, это и есть самые настоящие потомки калмыков. Когда вы говорите «потомки калмыков», мне тогда совсем ничего не понятно, потому что в моем представлении, как я учил по истории Казахстана, например, калмыки – это потомки джунгар, которые появились на территории России в веке только в 18-19, да, калмыки, а непосредственно. А вообще джунгары изначально жили на территории Китая. Насколько мои представления о калмыках тогда получаются неправильными? И что вы имеете в виду, когда говорите о потомках калмыков? Потому что в моем представлении потомки калмыков могут быть только в 18-19 веке. Дело в том, что правильно, наверное, будет говорить не джунгары и не калмыки, а как они сами себя называли, ойраты, монголы и ойраты, то есть западные монголы, племя ойратов, вернее, ойраты, если уж посмотреть, да, они в сокровенном сказании уже как отдельное племя фигурируют, то есть во времена Чингисхана они всегда были, одной из древнейших монгольских племен. Потом стали уже после распада Монгольской империи, и даже уже рухнула эта династия Юань, монгольская династия, которая правила Китаем, да, это в XIV веке. В Западной Монголии образуются эти государства ойратов. Кроме, собственно, ойратов, туда многие другие эти монгольские племена входили. Государство западных монголов. И оно существовало, перетекания всякие были из одного и в другое. Джунгар ведь что такое? Это всего лишь одно из названий, одно из монгольских, западно-монгольских племен, да, которое потом вдруг стало применяться, такой политоним для всего этого конгломерата западно-монгольских племен. Возвращаясь к вопросу о калмыках. В тюркских языках всегда этих западных монголов, айратов, называли калмаками. Вообще тюркский термин «кальмак» — это уже в названии Калмыцкой республики, «хальмык», «тангач», да, это экзоним, который они приняли уже под влиянием того, что все тюркские народы их калмыками называли, а это не их название изначально. Изначально их айраты там и по-разному. Допустим, современные калмыки, там тоже, айратские племена, тургуты, дербеты, хошиуты, джунгары тоже в составе, современных калмыков было. А в начале 17 века, в результате каких-то таких расприй, политических каких-то пертурбаций, часть этих айратов вырвалась из Западной Монголии, перешло Алтайские горы, вырвалась в Сибирь, в Южную Сибирь, и стала двигаться на северо-запад. Начала встречать на своем пути русские крепости, поселения в Сибири. То есть в Сибири они, в Западной Сибири вначале оказались. Угу. Это начало 17 века. Движение, да, которое тоже, наверное, напоминало многим как нашествие Чингисхана, поскольку огромная орда, 400 тысяч человек, вырвалась в Сибирь. И они пришли в Сибирь. А в это время что в Сибири происходило? Борьба. Башкиры в союзе с Кучумовичами, зауральские башкиры, продолжали эту свою безнадежную борьбу за восстановление сибирского ханства. Башкирские племена Табын, Терсяк, Сынрян, основная, так сказать, военная сила Кучумовичей. Уже Кучум умер давно, уже и сын его, Али уже был пойман, там уже внуки Кучума, правнуки. И это все. И приходят калмыки, и, Кучумовичи вступают в союз с калмыками, поскольку это более была грозная сила, более многочисленная. Это все еще 16 век? 17-й. Это уже 17 начало 17 века. И до середины все это происходит. А башкиры сразу уже, когда, калмыки пришли, и Кучумовичи уже перенесли своих политических, симпатий, предпочтений с башкиры на калмыков, башкиры сразу отошли, поскольку калмыки пришли сюда и сказали, мы разгромили нагайцев, они к тому времени уже нагайцев снесли, вы платили дань нагайцам, теперь платите нам. Башкирская, нет, мы не будем платить. И, началась эта долгая, наверное, столетняя эта башкиро-калмыцкая эта война. Ничего себе. То есть для меня, честно говоря, это новая информация. Я не знал, что калмыки, они разве претендовали на что-то, что севернее Урала? Потому что, насколько я помню, опять же, по истории той, которую мы учили в казахской школе, джунгары, часть, по крайней мере, джунгар, да, которых мы называем калмыками, они в начале 17 века переселились на территорию между Волгой и Уралом и между Волгой и Тереком. Какие-то эти территории. Но, насколько я понимаю, это не башкирские исторические земли. Как раз вы просто об этом периоде, видимо, не знаете, но по крайней мере, они несколько раз сжигали окрестности Уфы, калмыки. Это первую половину 17 века. Ничего себе. Допустим, в 1633 году, насколько я помню, они разгромили войско астраханского губернатора, воеводы разгромили. Потом, совершили несколько опустошительных набегов на Казанский уезд, начали опустошать Уфимский уезд. Происходили такие сражения. Одно из сражений в районе современного Красноусольска было. Башкирский Тархан собрал башкирские войска, и нанес Чакула Тайша здесь пришел, калмыки вторглись, и нанесли им поражение. И
Потом уже начали действовать вместе башкирская конница и войска уфимского воевода. Вот был Лев Плещеев, такой воинственный воевода. Вот они собрались и потом уже решительный разгром калмыкам нанесли где-то на реке Яик. Вот. Там башкирская конница, Лев Плещеев, в общем-то, сразились, нанесли поражение. Вот так постепенно калмыков вытеснили из Уфимского уезда. А тут они плотно все это здесь заняли. Из Уфимского уезда оттеснили, но взаимные набеги не прекратились. Они происходили постоянно. И у тех скопилось огромное количество пленных. А были там просто башкиры, которые убегали к калмыкам, не желая подчиняться, так сказать, воеводской администрации. То есть вот такие были очень такие сложные отношения. Вот, допустим, у башкир, забегая вперед, образовался род калмак, а у них же то же самое. У них есть род башкорт, у калмыков, да. Как вот, интересно. Вот, тоже те вот башкиры, которые, наоборот, окалмычились, стали, значит, калмыками. То есть такой был процесс. Весь 17 век вот это все было. Потом уже у башкира огромное количество, как я уже говорил, пленных скопилось. И вот когда вот это восстание, первое всебашкирское восстание 1662 года, оно из-за чего началось? Оно же из-за калмыков началось. Почему? Сейчас объясню. Шла война на Украине. Все началось, как всегда, на Украине. Вот. В 1649 году Переяславская рада принимает русское подданство, Богдан Хмельницкий, да. Значит, навеки с Россией и так далее. Потом казакам что-то это не понравилось. Это, значит, власть московская. Вот когда Богдан умер, его сын Юрий Хмельницкий переметнулся на сторону поляков. Позвал крымского хана на Украину. Те все вместе начали биться с русскими войсками, нанесли, значит, поражение московским войскам. Как раз вот недостаток вот этой кавалерии, чего всегда не хватало, значит, московскому царству. И тут раз смотрят, калмыки приходят с востока и решили калмыков перекупить. Башкиры не могли в таком объеме такую массовую кавалерию поставить. Привлечь же этих... И они решили привлечь на свою сторону калмыков. Для чего? Для того, чтобы отразить крымско-татарскую, то есть аналогичную. Подобное лечится подобным. Так ведь? Такую же конницу степную кто отобьет? Дворянское ополчение не отобьет, никак не отобьет. Нужны были калмыки. И вот заключили договор, что, значит, калмыки поставляют энное количество войск против крымских татар, а калмыки тоже условия ставят. А если так, тогда, значит, скажите, чтобы башкиры на нас не нападали. Условия. И вернули нам, значит, всех наших пленных, которые они захватили, и все наше имущество. И царское правительство давай с них требовать. А дело в том, что пленных начали возвращать, а там уже смотрят, там же эти пленные, это было условие патриархального рабства, он немножко там в плену, а потом бац, его освобождает, он женится на башкирской девушке. Или если наоборот, это пленная калмычка, там уже башкир на ней женился. И начали семьи раздирать на части. Там уже дети, там и говорят, от калмычек дети прижитые, а тут воеводы, значит, жены вместе с детьми, детей отбирают. То есть, и еще там имущество якобы награблено, на самом деле, как всегда у нас все со злоупотреблениями же делалось. В общем, вот это вызвало возмущение, началось восстание. Башкиры вызвали опять Кучумовичей, Кучук-хана, провозгласили его своим ханом, потом заключили союз, опять же, с теми калмыками. Калмыки, главное, немножко повоевали с крымцами чуть-чуть, потом бац, и тоже приняли участие в этом восстании. И все, вот весь восток Московского царства заполыхал. 1662-64 года. Потом аналогичная ситуация повторилась через 20 лет, во время восстания 1681-83 годов. Там был Дайчин Тайша, предводитель калмыков в 60-х годах. Здесь его, значит, и сын уже Манчак Тайша. А уже в начале 18 века пришел сын Манчака, Аюка. Тот вообще взял курс на создание калмыцкого великодержавия. Стал, как сейчас говорят, вот эту властную вертикаль. Все-таки калмыки, они более или менее были свободные. Не было жесткой подчиненности. А тут он начал по образу и подобию московского царства все дело выстраивать. Многим калмыкам не понравилось. И вот один из сыновей, подчиненный своим улусам, решил вернуться на родину предков и бежал в Монголию с Волги. Ушел туда, но там его тоже эти джунгары, там уже джунгары уже назывались. Джунгары, значит, у него улуса отобрали, его ограбили, значит, без ничего оставили. Тогда он собрал... Тяжелые средневековые времена. Несмотря на время, казалось бы, уже новое, но... Но у него осталось 200 семей. И вот когда он шел куда-то, напали башкиры, и его, значит, вот эти 200 семей захватили. Это было в 1704 году. Уже начало 18 века. Да, вот отобрали захватили у этого сына Аюки, подчиненный ему улус, 200 человек отобрали. И привезли в Башкирию. И вот основная масса их обосновалась в Терсякской волости Сибирской дороги. Что это сегодня? Порубежье между Челябинской и Свердловскими областями. Вот, к северу от Челябинска. И вот там обосновались вот эти калмыки на условиях военнопленных, как ясырей. Но там продолжалось, значит, их ясырство недолго, поскольку, я повторяю, значит, не в современном понятии, это было патриархальное рабство, ну, фактически как члены семей, да. Потом они все получили отпускную, и даже один калмык, Бокшурга Назаров,
который был ясырем у этих башкир-терсяков, когда освободился, его даже выбрали старшиной этой же самой Терсякской волости, предводителем. Видимо, он... настолько авторитетно настолько, видимо, он обладал заслужить, какими-то способностями, видимо. Дальше читаешь, вот опять же, начало 17 века, другой калмык тоже, вольноотпущенник, стал абызом и муллой Кушчинской волости, Кашай. Это вообще интересно, потому что я как раз хотел спросить, калмыки вообще-то буддисты. Они все ислам, это условие принятия ислама. Вот да, я как раз хотел спросить, как они. Конечно, они все ислам сразу принимали. Если он хотел, так сказать, интегрироваться в башкирское общество, это было непременным условием. До чего доходило, видите, какие они способные товарищи. Один стал старшиной, а другой стал абызом, да? Насчет религии это отдельная история, на самом деле, с калмыками. Почему? Потому что часть из них принимала ислам, часть из них для того, чтобы поступать чиновниками и так далее, принимали православие. И интересная вещь, так как мы занимались археологией и иногда шли по деревням и спрашивали, может быть, что-то находили и так далее, интересная вещь как раз связанная с калмыками. Дело в том, что во второй половине 19 века калмыкам разрешили снова принять буддизм те, кто хотят вернуться, снова исповедовать буддизм. И что выяснилось? Выяснилось, что большая часть семей, которая вроде бы приняла православие, тайно исповедовала буддизм и сохранила все эти статуэтки, которым они поклонялись и так далее, и они только во второй половине 19 века смогли их достать. И много таких статуэток, в общем, сохранилось благодаря тому, что они их хранили, и эти статуэтки еще 17-18 века, когда их семьи, их предки их еще привезли неизвестно откуда. Дальше пленные калмыки, их потом же, как их в источниках называли? Их весь 19 век так и продолжали называть аюкинские калмыки. Вот во всех переписных ревизиях и так далее. Хотя они уже давно стали башкирами, но царская администрация продолжала их фиксировать как аюкинских калмыков. А теперь возвращаясь к роду калмак. Да. Вот мы с какого момента фиксируем это как отдельный род? Вот смотрите, интеграция их, вот я же говорил, так, вот они были сначала вольноотпущенниками, потом интегрировались, вот, допустим, Бокшурга-Назаров и его калмыки были приняты в Терсякскую волость на правах таких же собственников этой вотчины. То есть, соответственно, вот она, их, так сказать, инкорпорация в состав башкирского, значит, этноса. Это было 30-е годы 18 века. Вот, это вот с этого времени. Но как они образовали отдельный род? Ведь они же были разбросаны. Вот тоже интересный момент. Потом, когда вот отгремело восстание 1735-40-х годов, башкирское восстание. Вот, кстати, Бокшурга-Назаров, он как один из предводителей был, значит, пленен и по приказу Татищева, значит, обезглавлен, жестокой смертью казнен вместе с другими предводителями, вот этот калмык. Но остались калмыцкие группы раскиданные. У них там другой стал первым лицом Буран Егоряков или Егораков. Когда отгремело это восстание, в 40-х годах 18 века они попросили, поскольку здесь началось мощное заводское строительство и туда-сюда крепости, возникла Исетская провинция, будущей Челябинской области, это стало результатом подавления вот этого восстания башкирского. Оно было подавлено, решили, значит, основывать Исетскую провинцию, Оренбургское войско, которому отдали, значит, все земли вот по реке Яйку. Вот, и все, вот, башкиры многих земель лишились, в итоге стало малоземелье. И вот эти калмыки вместе с сартами, которые тоже, кстати, там обитали в Изаурале, попросили дать, как они говорят, пустопорожнюю землю Табынской волости. Им отрезали землю у башкир Табынской волости, это вот территория современной Курганской области. Им дали, туда поселили. И вот образовались две волости, Сартская волость и Калмацкая волость. И вот мы можем говорить, что с середины 18 века вот образуется, это вот как раз одно из последних, так сказать, вкраплений в родовую структуру башкирского народа. После этого уже не было таких. Вот середины 18 века образовалась Калмацкая или Калмыцкая волость. Башкирцы Калмыцкой волости. Вот такая интересная история. И причем там туда вошло, кроме вот этих, собственно, плененного улуса сына, значит, Аюки хана, туда еще вошло много калмыков, которые бежали из казахского плена. Сотни пленных калмыков. Которые как раз, наверное, с более позднего похода Джунгара остались. Может быть, это уже, да, второе нашествие. Ведь айратских или монгольских, западно-монгольских нашествий, два нашествия, я вам говорил, в начале 17 века и через 100 лет в начале 18 века. Это два разных, и не нужно путать. Когда был в начале 17 века, эти айраты потом получили название калмыков. А Джунгар-то их практически не осталось. Они вот прошлись огнем и мечом, но и обратно, и ушли себе. Понятно. Ну что ж, спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях был Салават Хамидуллин. Мы говорили о роде калмак, который проживает на территории Курганской области. У микрофонов были Максим Курников и руководитель автономной некоммерческой организации «Шажире» Салават Хамидуллин. До свидания. До свидания.